Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на февраль месяц 2020 года для скорпионов. На колоде Таро посмотрим декады, то есть месяц поделим на 3 части. А на колоде Ленорман посмотрим любовь, работу, отношения. Сначала Таро. Первые 10 дней. Здесь выпадает 8 жезлов. Вторые 10 дней. Здесь выпадает у нас старший аркан императрицы. Последние 10 дней месяца выпадает 7 мечей. Теперь посмотрим, что скажет колода Ленорман. Две карты на любовь, отношения. 3 карты на работу. Это финансы и совет. Сначала посмотрим, что ждет в первые 10 дней скорпионов. 8 жезлов говорит о том, что все будет происходить очень быстро. События будут сменять друг друга просто молниеносно, мы не будем за ними успевать. Также карта говорит о том, что могут решаться многие вопросы, связанные с государственными учреждениями, деньгами, кредитами, долгами. Может быть, какие-то вопросы, связанные с недвижимостью, наследством. И вообще в эти 10 дней все, что мы делали ранее, оно начнет давать свои плоды. Тот процесс, какой мы выстраивали раньше, допустим, в деятельности, начинает сам собой как бы сейчас происходить. Мы лишь только направляем и все, то есть и собираем плоды, результаты, да, получаем. Если это касается отношений, тоже здесь могут быть встречи, могут быть обновления отношений, решение каких-то важных вопросов, какие-то приходы, может быть, новых людей в наш дом. И кроме того, могут быть какие-то неожиданные подарки, удача какая-то неожиданная может приходить, как от людей, так и просто по судьбе события какие-то могут быть очень яркие. А теперь вторая декада, выпадает тройка, это главный аркан, императрица. Очень хорошие возможности для того, чтобы закрепить все то, что приходит в нашу жизнь. Действительно, мы можем уже руководить своей жизнью, мы можем заботиться о своем доме, о своих близких людях. И все это нам доставляет радость. У нас есть все необходимое. Скорее всего, здесь будут какие-то хорошие деньги приходить, подарки, помощь. В общем, мы сможем действительно очень хорошо здесь руководить своей жизнью, получим результаты, которые мы уже заслужили ранее. Очень хорошая карта и для недвижимости, для семейных дел, для работы, особенно для тех, кто владеет собственным бизнесом. В общем, здесь действительно время получения результатов, удовольствия, уюта такого. Даже если мы работаем, все равно нам комфортно и с людьми, с которыми нам хорошо, и место нас устраивает, и доходы хорошие. Здесь все, в принципе, нас радует. Теперь посмотрим, что ждет в последней декаде месяца. Выпадает 7 мечей. Здесь, конечно, может быть уже у нас нарушается такой вот баланс. И здесь уже нужно применять обязательно разумный подход к делам. Скорее всего, будут либо обстоятельства складываться таким образом, что нам нужно будет ухитряться сделать сразу как бы несколько, успевать в нескольких направлениях деятельности, да, может быть, придется искать подход к новым клиентам или к людям, которые с нами работают, либо, может быть, к своим близким, чтобы не допускать каких-то ссор, конфликтов и так далее. Вообще 7 мечей – карта такой хитрости, когда кто-то за наш счет пытается что-то сделать. То есть нужно быть очень внимательным. Нужно, конечно, обращать внимание на это и на работе, и к финансам относиться должным образом, создавать безопасность для них соответствующую. Вот здесь еще
еще нужно во второй части месяца подумать об этом. И также карта говорит о том, что если у нас есть какие-то особенности, которые отличают нас от других людей кардинально, вот именно время их проявлять – это третья часть месяца. Действительно, это может тогда принести нам и какую-то известность, это может выделить нас, и мы можем как бы так вот засветиться, да, привлечь внимание особенное к своим вот способностям, талантам и так далее. Ну, конечно, о безопасности не нужно забывать. Не нужно все всем рассказывать, что-то нужно для себя оставлять. Если даже мы что-то умеем, это не значит, что нужно как бы полностью раскрывать все свои секреты. Дальше мы посмотрим отношения. Для тех, кто у нас в паре находится, выпадает письмо, карта. И это действительно какое-то важное сообщение либо о партнере, либо то, что касается вас двоих. Здесь может быть сообщение о детях какое-то важное. Это может быть, допустим, что-то касающееся либо уже имеющихся детей, либо может быть известие о том, что у кого-то может появиться ребенок, да, или может быть у кого-то родится ребенок. То есть здесь вот очень много про детей говорится в этой карте. И здесь то, что может как-то изменить быт семейный, да, может быть, нарушить какие-то привычные правила, привычные устои и так далее. Но так как у нас здесь два письма выпадает, они друг друга усиливают. Если по одному письму у нас новость может быть не такая глобальная, то есть мы что-то узнали и забыли, да, то здесь нет, здесь что-то очень значимое, которое будет влиять действительно на отношения, и, может быть, что-то очень даже поменяется в наших отношениях, в нашем окружении. Здесь могут быть документы какие-то новые получены, допустим, свидетельство какое-то, или, может быть, паспорт будет кто-то получать, может быть, обновлять как какие-то документы, время пришло, подписывать какие-то договоры, которые касаются, возможно, дома, детей или еще чего-то здесь важного. Кроме того, здесь карта говорит о том, что нужно обращать внимание на слова. Какие слова мы говорим друг другу, какой посыл у нас идет, да, чтобы действительно мы говорили то, что у нас внутри, чтобы мы не прикрывали, допустим, хорошими словами какие-то негативные чувства. И наоборот, если у нас есть что-то негативное, не нужно это скрывать, может быть, какими-то более мягкими словами, но все-таки это нужно донести до вашего партнера, для того, чтобы у вас было взаимопонимание, чтобы все вовремя решалось, все вот эти конфликты, да, чтобы не уходило ничто в подсознание. Если говорить о тех, кто ищет партнера, здесь тоже у нас карта письмо выпадает, и вы действительно по этой карте можете познакомиться с каким-то человеком, который может стать вашим партнером. Но здесь не будет какого-то одного. Вы из многих выберете одного. Но, скорее всего, на этой неделе нужно действительно постараться как можно больше узнать о людях, с которыми вы хотите встретиться, да, может быть, отправлять какие-то там сообщения, может быть, как-то больше активности проявлять в знакомствах и так далее. То есть здесь именно больше информации, чем больше информации, тем лучше, да, чтобы было как можно больше у вас возможностей, из кого выбирать. То есть это только от вас зависит, потому что здесь двойка, она карта именно партнерская, то есть должна быть сначала ваша инициатива, ваше желание, чтобы вы какие-то действия предприняли для того, чтобы действительно у вас это знакомство произошло. Потому что, смотрите, тут вот расческа у нас, да, расческа это может быть и как преграда. Преграда это наше, допустим, нежелание действовать или какие-то неправильные убеждения, и как инструмент действия, то есть нужно ее взять в руки и расчесать волосы, то есть нужно действовать, получается, нам самим. Тогда только будет какой-то результат, тогда мы можем этот выбор сделать. Теперь посмотрим, что ждет скорпионов в работе. Здесь у нас выпадает карта Солнца, птицы и аист. Замечательное тоже сочетание.
Для тех, кто имеет работу, может быть какое-то признание по результатам вашей деятельности, может какое-то желание ваше исполниться касательно работы, может быть повышение, может быть действительно какой-то проект хороший предложит по результатам того, что вы уже сделали. То есть вас заметят, да, и дадут возможность себя проявить. Может приходить как бы финансовая какая-то благодарность, вознаграждение. Также карта говорит о том, что нужно обязательно рассчитывать свои силы, чтобы вам хватало их на неделю. То есть не нужно все время загонять себя, там, работать, работать, работать. Да? Нужно чередовать работу, отдых, обязательно давать себе возможность восстановить свои силы. А теперь те, кто ищет работу. Выпадает карта птицы. Она может проигрываться и как пустые хлопоты, то есть вы можете, в принципе, много бегать, много ходить, много разговаривать, общаться, предлагать свои услуги, но не обязательно это увенчается успехом. А может быть, наоборот, чем больше вы как бы передадите информацию о себе, как можно с большим количеством людей будете общаться, тем больше есть возможности у вас получить то, что вы хотите. Карта семерка, интуиция, партнерская карта, да, то есть нужно к людям обращаться, кому вы можете доверять. А если вы, допустим, в коллектив попадаете в какой-то, в котором много людей, и они друг на друга не похожи, нужно учиться сначала просто как бы понимать, кто перед вами, а потом уже каждому находить свой подход, и тогда у вас действительно будет удача вот на этом новом месте работы. То есть вы можете на этой неделе получить работу, а можете и не получить. То есть могут быть пустые хлопоты, а может наоборот кто-то из окружения повлияет, чтобы вы работу получили. Но вот здесь нужно обязательно быть внимательным к окружению. Для тех, кто имеет свое дело, здесь выпадает карта аист. Аист — это всегда у нас благоприятные какие-то известия, прибыль. Здесь могут быть какие-то перемены очень значимые, может быть даже территориальные какие-то перемены, да? Может, появляются люди, клиенты издалека, может быть, допустим, через интернет вы работаете, да, и у вас появляются люди, допустим, и клиенты из-за границы или, может быть, из других городов. Здесь есть возможность работы на дому. Может быть, вы когда-то работали, был офис какой-то, а теперь, может быть, есть возможность этим всем заниматься на дому, то есть офис делать на дому. Либо наоборот, вы всегда дома этим занимались, а теперь есть возможность снять офис, и вам так удобней. А здесь у нас много воды, то есть нужно обязательно ориентироваться на внутреннее чувство, использовать интуицию, обязательно творческие способности использовать и прошлый опыт для того, чтобы не совершать ошибок. Вот здесь у нас открытое пространство, небо, но оно все в облаках. То есть, может, на этой неделе будут неясны какие-то вопросы, цели, планы и так далее. Но двигаться нужно. И потихоньку, по мере продвижения, будут открываться для вас все вот эти нужные знания, информация. В общем, все вовремя будет приходить. Теперь посмотрим финансы. И совет. Финансы у нас выпадает карта якорь. И она говорит о том, что есть действительно прекрасная возможность закрепить результаты в финансах, которые были уже раньше. Есть возможность не просто каких-то временных доходов, да, а есть возможность получать стабильный доход. Может быть, это общие будут, может быть, это зарплата, может быть, это клиенты какие-то постоянные, может быть, какое-то направление, которое уже освоено вами, оно дает здесь постоянный доход. То есть вам беспокоиться не о чем. Обязательно деньги будут в феврале. Может быть, конечно, вам нужно их как-то остановить, да, то есть поток не должен полностью выходить из ваших рук, то есть нужно, чтобы какая-то часть оседала, то есть откладывать нужно деньги. Это может касаться чего угодно, это может касаться путешествия, образования, недвижимости, в общем, все, что вы захотите в будущем реализовать, да, вот на это нужны деньги, которые вы вот можете в феврале начать откладывать, либо просто положить какую-то сумму, не начать, может быть, вы раньше уже этим занимались. Кроме того, здесь у нас якорь, он металлический, железный, да, то
То есть это ассоциируется у нас с медными деньгами, то есть небольшими деньгами. То есть получается так, что вы будете получать, может быть, не сильно большой доход, но он будет стабильный. И вы, в принципе, можете начинать что-то еще дополнительное, да, для того, чтобы добавлять к тому, что уже есть, что-то, ну, как бы новое. Теперь посмотрим совет. Совет для скорпионов на эту неделю. Карта лилии. Лилия всегда связана с какими-то высокими мечтами, стремлениями, с какой-то чистотой в помыслах, с людьми, которые в высшем обществе общаются, вращаются, да. То есть нужно повышать свой уровень во всем. В финансах, как сказать, в общении с людьми более высокого уровня понимания жизни. Здесь нужно развивать свою интуицию, здесь нужно получать новые знания, такие более высокие. То есть нужно соединять в себе материальное и духовное обязательно. То есть во всем материальном нужно искать духовное. Что это значит? Это значит, в любом деле нужно искать пользу для других людей. Или, допустим, в любой обстановке искать красивое. Если, допустим, мы занимаемся какими-то мелочами, нужно тоже делать их осознанно. Вот таким образом мы соединяем материальное и духовное даже в мелочах. Ну и, конечно, как можно больше видеть красоту и понимать, откуда это, понимать, стараться законы жизни и понимать, что все мы взаимосвязаны. Видите, здесь у нас есть одна ветка, и на ветке у нас цветы, да, то есть цветы, они вроде бы отдельно, но они все на одном стебле. То есть получается так, что вот мы все связаны, и вот это нужно как бы весь месяц держать в голове, да, держать в сердце для того, чтобы правильно все события происходили. Друзья, желаю прекрасного февраля, желаю как можно больше счастливых, светлых минут, людей рядом, любящих. Всего вам доброго, до новых встреч!